Начал Валерий Новиков с устных обращений, потом переписки с Департаментом социальной политики администрации городского округа Саранск и ООО «Жилкоммунстрой». Инвалиду первой группы отказали в представлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, ранее подаренных ему государству. Вот тебе бабушка Юрий в день вздохнул инвалид и отправился в суд. Отстаивать свои интересы Валерий Новиков решил без адвоката, хотя противная его сторона – это сразу два такие солидные ответчика. Их отказ в предоставлении льгот мотивируется тем, что инвалид приобрел квартиру на основании договора купли-продажи, что относит ее к частному жилищному фонду. Да, из-за того, что вот в приватизированной квартиры можно, а в частной не положено. ООО «Жилкоммунстрой» ссылается еще на то, что предприятие уже не является управляющей компанией. Полагаем, что иск предъявлен нам необоснованно, так как мы в настоящее время не являемся управляющей компанией, и платежи начисляет совершенно другая компания. Эти строительные компании, которая взяла на себя функции управляющей компании, отказалась 1 мая, отказала. Кто прав, кто виноват, определит, исследовав дело, суд. Подлежит рассмотрению гражданское дело по иску Новикова Валерия Григорьевича к Департаменту по социальной политике администрации городского округа Саранск о предоставлении льготы в размере 50% платы за жилищные услуги. На этом, собственно, первое заседание практически и завершилось. По процедурным причинам. Сторона ответчика затребовала копии документов, приложенных к иску. Следующее заседание состоится 19 января. Правда, истцу необходимо приспосабливаться ко времени, ведь ему 3 раза в неделю по 4 часа необходимо лежать на гемодиализе в республиканской больнице. Ну а мы доведем освещение этого процесса до конца. Маргарита Шаинова, Владимир Наткин, Вести Мордовия.